Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, подписчики, огромное вам всем спасибо за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что 100% произойдет в считанные дни, что случится с вами либо в вашей жизни. Если тема интересна, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Спросите, как вам будет удобно, как вам подскажет ваша интуиция. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками и пошлют для вас, либо дадут возможность узнать скрытое. Так, что случится? Что случится? Лисичка сразу не дает мне покоя. Лисичка вышла. Какая-то хитрость, какой-то подвох, какая-то личность, да? Личность неблагонадежная. У вас под ногами будет крутиться человек, который будет пытаться вас обмануть, либо развести на деньги, может быть, либо раскрутить вас на какое-то разрешение, что-то ваше взять. Здесь вот прям прохвост какой-то идет. Кто это? Либо это женщина, либо это молодой, совершенно молодой мужчина. Значит, действовать будет невероятно нагло. Вы просто будете в шоке, да? Вы такой наглости не то чтобы не видели, даже не слышали, что люди могут быть такими наглыми, такими проворными. То есть здесь чистокровный какой-то мошенник, либо мошенница. Ну, я так скажу, что на удочку вы этого человека не попадетесь, но вот прям повеселит вас эта ситуация. Сначала разозлитесь, потом посмеетесь, да, насколько вот прям будете кому-то даже рассказывать и говорить, представляешь, какие бывают вот мошенники, да, вот прям диву даешься, вот как так можно делать, как можно такие роли там играть, либо разыгрывать такие сценки, либо как вот люди там не стесняются, такие вот прям наглые, да, вот будет вообще вам такой поучительный пример. Причем с этим человеком где-то он вам по дороге идет, дорога вот либо с дорогой связана, может быть в транспорте вы встретитесь, может быть даже как-то вот если вы автолюбитель, да, то есть как-то вот с машиной что-то может быть связано. Кстати, будьте аккуратны, да, вот эти вот, как там правильно называется, автоподставы, да, их же никто не отменял. Будьте аккуратны. Прям, да, если есть видеорегистратор, всегда, чтобы он у вас был включен. Не забывайте, проверяйте, чтобы все у вас было вот как, знаете, чин-чинарем, да, потому что вот человек, ну реально, лиса лисой. Причем это случится вот в ближайшее, самое ближайшее ваше будущее, потому что у вас именно в ногах выходит эта картинка этой лисы, проворной лисы. Так, мужчины, особенно будьте аккуратны перед такими вот девушками, такими скромными, такими всеми из себя, там вся такая красавица, разодетая, расфуфыренная и, извините, сама мисс скромность. Сразу, чтобы это вас, ну вот, знаете, немножечко как стоп-сигнал, да, что так не бывает. Так, и еще момент. Вот опять же по левой стороне каких-то вопросов, когда вам будут навязывать что-то, предлагать, прям, знаете, вот берите и все, вот вы должны и все. Значит, не соглашайтесь в каждом вопросе, либо в каждой ситуации скрупулезно разбирайтесь. Потратьте время, потратьте силы, но разберитесь, потому что тут тоже какие-то навязанные действия, может быть, какие-то ненужные оплаты, может быть, какие-то ненужные поездки, что-то вам навязывают. Кто это делает? Это могут делать нерадивые люди, которые пытаются сбросить свои обязанности на вас, и это могут делать люди, которые абсолютно некомпетентны. То есть человек, ну, не совсем разбирается в том деле, которым он занимается, и чтобы его там лишний раз там не дергали, не беспокоили, он вам там раз какую-то бумажку с 1001 пунктом выдал, а вам и половину не нужно, да, из этого делать, либо осуществлять. То есть здесь нужно, конечно, за себя побороться, постоять и конкретно разобраться. Здесь у вас звездочка выходит. Звездочка — это мечта и возможность. Идет она в левой стороне.
Здесь вам прям предупреждение: не упустите возможность, либо не упустите мечту. Все, что будет происходить, идти в руки, нужно взять, рассмотреть и уже для себя понимать, что это. Это просто песок, либо это бриллианты, да, вам в руки попались. Будьте аккуратны, потому что вот она такая маленькая, но она очень ценная. Вы можете ее просто пропустить, либо из-за того, что вот в суматохе, да, просто упустить какой-то шанс, какую-то очень хорошую положительную возможность. Дальше. Будут какие-то звонки, будут какие-то сообщения. Вот кто-то будет что-то писать, звонить, может быть, просить, требовать даже, может быть, да, какой-то человек. Будет вам кто-то надоедать очень сильно. Вот именно, ну, тут больше как разговор по телефону. Это не личное общение. Значит, там человеку, знаете, вот есть такое выражение: нечем заняться, да? Либо человек какой-то жуткий паникер. А вы человек серьезный, ответственный, исполнительный. То есть здесь из-за ваших, скажем так, положительных характеристик вам достанется от этого человека. Ну что, заблокировать телефон можно отключить там, я не знаю, сигнал, чтобы человек там звонил, вас не беспокоил. Значит, человек будет, может быть, злиться на вас, но когда ситуация разрешится, она разрешится, и разрешится без вашего участия, человек успокоится. То есть здесь именно идет какой-то кипиш и беспокойство, вас будут дергать. Ситуация может быть не ваша, дело не ваше, но ну, тот человек, да, он такой вот сам по себе такой очень нервный, поэтому может вас дергать. Дальше, девочки, мальчики, кто в семье, кто в отношениях. Ваш партнер, ну, как-то вас удивит, прям рот откроете от удивления. Я не могу сказать в чем, я не могу сказать как, но вижу, что готовит ваш партнер для вас что-то необычное. То, что заставит вас действительно открыть рот от удивления и восхищаться вашим партнером. Особенно для тех, кто давно уже не испытывал романтического влечения друг к другу, либо ну, такие уже, знаете, подостывшие отношения. То есть вы еще так другими глазами посмотрите на своего партнера, на своего любимого человека. Так, для женщин, именно конкретно для женщин. Мужчина идет вот как будто бы в чем-то провинившийся. Может быть, деньги потерял, либо недополучил, да, вот что-то с деньгами связано. Не ругайте его, пожалуйста. Он и сам себя чувствует очень плохо. То есть, если вы еще его будете добивать своими там словами: а я ж тебе говорила, а я ж тебя предупреждала, то человек может даже с горя и напиться. А зачем вам это нужно? Вам это совершенно не нужно. И еще, девочки, у кого из мужчин, из ваших, на работе новые сотрудницы появляются, либо появились, ну вы знаете, вы либо узнаете, либо уже знаете. Значит, там сотрудница такая вот хищная женщина, которая ну, ищет, да, в поиске, да, хищница в поиске. Значит, мужу своему строго-настрого, да, чтобы он от нее ничего не брал. Никаких там ни вкусняшек, ни угощений, ни вообще ничего. Даже покупного пусть не берет. Может быть, она придет там, скажет: вот я там печенье купила, либо вот я там конфет купила. Пусть вообще ничего не берет. Потому что она, ну там, ну я, конечно, промолчу лучше, да, но она там чем-то занимается, да, нехорошим. А береженого Бог бережет, вы своему мужчине прям пригрозите, да, и предупредите, чтобы он этого не делал. Ну, я думаю, каждый из вас знает, как на мужчину нажать, да, чтобы он ее послушался. Это для тех, у кого новые сотрудницы появились, для мужей, да, женщин, у мужей которых на работе новые сотрудницы появятся, либо появились. Так, дальше смотрим на работе. Работа, рабочие вопросы. В принципе, здесь все спокойно. По деньгам здесь уточка худенькая вышла, но при этом будет какой-то разговор, важный разговор, либо с коллегой будете общаться, либо будете общаться со своим начальником, какая-то новая стратегия, какие-то новые возможности, будете обсуждать планы, может быть, даже будете перезаключать какие-то договора, контракты, может быть, даже будет разговор о том, чтобы пересмотреть вашу зарплату, например, на Новый год, выплачивать вам там в большем объеме, либо как вам... То есть разговор будет за деньги, о деньгах, о перспективах и о возможностях. Значит, здесь заходим к начальнику, да, оставляем всю свою скромность там где-то дома. Понимаете, здесь скромность ваш враг. Не помощник, не добродетель, а именно ваш враг. Стесняться, ну кого вы стесняетесь?
Когда вы там, как папа Карло, пашете, никто ж не стесняется. Почему вы стесняетесь попросить за свою работу больше, либо заслуженно хотя бы попросить? Здесь нужно быть прям бдительным человеком и убрать вот это стеснение, вообще выкинуть, да? Забыть. Ну, нет такого понятия скромность. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что такое стесняться, что такое смущаться. Здесь нужно быть прям такой, знаете, пираньей, да? Прям оп-оп-оп. Оторвать как можно больше, постараться оторвать как можно больше. Все в ваших руках. Вы себе на будущее делаете работу, да, либо разговор, да, вы себе на будущее отрываете этот кусок пирога. Поэтому здесь стесняться, переживать не стоит. Дальше, мои милые, здесь вам какое-то препятствие вышло. Препятствие вышло, которое уже давно в вашей жизни присутствует, но тут как бы нет то ли желания, то ли возможности решать это препятствие. Вы его периодически обходите, да, но если бы вы хотели по прямой, да, было бы намного проще и лучше. Значит, смотрите, у вас тут будет ситуация какой-то спешки. Спешка, нужно что-то быстро делать, решать, там, звонить, ехать. И вот это препятствие, как ни кстати, станет прям углом, да, углом преткновения. И чтобы этого не случилось, и чтобы вот это препятствие, которое, ну, по сути, да, оно просто требует времени на его решение, не помешало вам в каком-то достижении, либо в ваших планах, в ваших мечтах, в чем-то хорошем и позитивном, решайте эти вопросы сейчас. Постарайтесь, чтобы у вас не было никаких препятствий, никаких хвостов, узлов и прочего там ненужного хлама. Если есть какие-то проблемы, что-то где-то нерешенное, либо не сделанное, недоделанное, отставленное, отложенное, порешайте, поделайте. Это важно для вас, для вашего будущего, для качества вашего будущего, понимаете? Чтобы там не делать все в попыхах, все там быстро здесь и сейчас, лучше порешайте эти вопросы. Так, у кого-то я вижу свидание романтичное, свидание очень такое теплое, хорошее, больше, знаете, похоже даже не на романтику, а на дружбу, да, когда хорошие друзья встречаются, общаются, очень теплое свидание. Значит, многие из вас могут озадачиться, почему же так произошло, почему же мы поговорили обо всем, как хорошие, добрые друзья, но не было слов о любви, об отношениях. Значит, девушки, женщины, к вам обращаюсь, это ваша вина, да, либо из-за вас ваше свидание пошло не в том русле. Значит, вы в этих отношениях задаете тон. Ваш мужчина истинный кавалер. То есть он смотрит на вас, он считывает с вас информацию, он поддерживает вас, он идет в том же направлении, в котором, например, вы задаете этот тон, да, либо выбираете ту дорогу. Если вы хотите про любовь, тогда говорите про любовь, и он будет говорить про любовь. Вы этому человеку очень дороги, он боится вас потерять, и ему хочется произвести хорошее впечатление, поэтому он будет вам подыгрывать. То есть хотите любви, говорите про любовь. Хотите дружбы, ну тогда все остается на своих местах. Так, и еще вот про любовь хотелось бы отметить, я не знаю, важно, не важно, для кого это будет важно. У кого-то будет пикировка на работе, то есть с кем-то вы там начнете, ну, шутливую форму отношений. То есть кто-то за вами начнет ухаживать, а вы типа будете отвечать взаимностью. Это все будет выглядеть как невинная шутка. Но я вас уверяю, там человек под вот этой шуткой скрывает большие страсти к вам. Именно страсти. В сегодняшнем дне он к вам горит страстью. Поэтому будьте аккуратны. Вашу шутку он может воспринять как сигнал к действию. То есть, да, он там говорит, там, я тебя украду, вы говорите, окей, воруй, а он действительно украдет. Понимаете, с какой целью? Поэтому лучше, если вы не желаете быть украденной, в кавычках, да, тогда уже лучше четко обозначьте свое отношение к этому человеку. Вот, мои милые, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Если отсыпочка понравилась, была полезной, пожалуйста, отметьте ее лайком. Всем пока-пока.